Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбек-Заде. И к основным новостям к этому часу. Индустриализация Таджикистана – четвертая стратегическая цель. В республике осуществляется план перевода экономики страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную. По словам специалистов, за последние 3 года доля сферы промышленности в валовом внутреннем продукте возросла с 15,2% до 17,3%. До 2030 года запланировано увеличение доли сферы промышленности в валовом внутреннем продукте до 22%. Отсутствие некоторых видов сырья внутри страны создает трудности для производства конечной продукции. В связи с этим в своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, лидер нации уважаемый Оли Рахмон, предложил освободить от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины сырьевую продукцию, импортируемую в страну для переработки и производства конечной продукции, кроме сырья, производимого в Таджикистане, и подакцизных товаров. В 2018 году из 20 видов товаров и продукции, ориентированных на экспорт, обеспечено увеличение производства 15 наименований. Но неконкурентоспособность и высокая себестоимость продукции некоторых предприятий, несовершенство путей защиты интересов экспортеров за пределами страны все еще не способствует диверсификации производства и экспорта. Правительство Таджикистана принимает меры по налаживанию выгодного сотрудничества с приграничными странами для расширения экспортных и транзитных возможностей страны и транзитных перевозок товаров и продукции и создания зеленых коридоров. В настоящее время в стране продолжается реализация 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 30 миллиардов сомони. Наряду с изучением русского и английского языков и подготовкой молодых специалистов в филиале МГУ имени Ломоносова в городе Душанбе особое внимание уделяют вопросам развития у студентов деловых навыков, составления бизнес-планов, использования теоретических знаний в промышленности и в целом в практической жизни, о том, как налажен образовательный процесс в этом вузе и как информационно-аналитический центр МГУ имени Ломоносова проводит в университете мероприятия в рамках молодежной школы «Деловая Евразия». Репортаж Кари Майдара. Информационно-аналитический центр МГУ имени Ломоносова эффективно реализует проекты и программы в городах и районах Таджикистана. В этом плане у руководства центра достигнуты огромный опыт и значительные результаты. Так, в филиале МГУ имени Ломоносова в городе Душанбе в центре внимания участников молодежной школы «Деловая Евразия» были вопросы, связанные с повышением экономической грамотности молодежи, созданием бизнес-проектов и их продвижением с нуля и в целом, как достичь успеха в деле воплощения созидательных идей и инициатив. В филиале МГУ мы продолжаем проект «Деловая Евразия», который стартовал в сентябре прошлого года, 2018. Его задача – это дать базовые знания и навыки о проектировании для студентов, для молодежи, для просто всех желающих молодых людей в Таджикистане. Потому что по факту сейчас очень тренд на развитие молодежного предпринимательства, он очень силен и в Таджикистане, и в Российской Федерации. И в этом плане этот проект отвечает этим задачам, потому что для того, чтобы предприниматель стал что-то предпринимать, ему нужно обладать сначала базовыми навыками. Как переложить свою идею на бумагу, как создать собственный проект, как презентовать его инвесторам. То есть наш проект «Деловая Евразия» направлен именно на это. Мы продолжаем очень интересную работу по созданию единого информационного пространства для молодежи, для студенчества в сфере предпринимательства, и коммерческого предпринимательства, и социального предпринимательства. Участники молодежной школы приняли активное участие в дискуссиях, выдвигали свои идеи относительно новых бизнес-планов и проектов, которые вызвали особый интерес у организаторов мероприятия, в числе которых были и представители Казахстана. По словам участников, проект по развитию бизнес-активности и обучению начинающих предпринимателей набирает популярность. В стране готовятся новые программы совершенствования обучения русского и английского языков на период до 2030 года. Все эти меры направлены прежде всего на повышение уровня образования и расширение мировоззрения таджикской молодежи. Так, в филиале МГУ имени Ломоносова в городе Душанбе образовательные программы осуществляются по 6 направлениям на 2 факультетах – естественно-научном и гуманитарном. Кроме того, с 2012 года в этом вузе функционирует лицей с естественно-математическим уклоном. Выпускники лицея стали не только студентами филиала МГУ имени Ломоносова в Душанбе, но и других высших учебных заведений ближнего и дальнего зарубежья. Меня зовут Чеснова Ирина Викторовна, методист лицея филиала МГУ имени Ломоносова в городе Душанбе. Сегодня по предложению Россотрудничества у нас проводится акция «Открытая лабораторная».
Это массовая акция, в которой учащиеся лицея смогут проверить свою картину мира, что они знают об окружающей их действительности, об окружающем мире. Свои знания они будут проверять на двух языках, на английском и русском языке. Им предстоит ответить на 5 категорий вопросов, связанных с биологией, химией, физикой, математикой, географией. Я планирую связать свою жизнь с наукой, конкретно с физикой. Сейчас физикам открываются широкие двери как и в плане профессионального устройства, так и в плане обучения. Я надеюсь, что у меня получится поступить в хороший вуз, в котором я смогу раскрыть свой потенциал, заниматься тем, что люблю, заниматься познанием и прочим. Между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией интенсивно развивается сотрудничество в культурной, гуманитарной, научной и образовательной сферах. Меня зовут Никита Быховский, я координатор проектов представительства Россотрудничества в Таджикистане. Образование сегодня является ключевым направлением в деятельности Россотрудничества. Помимо других сфер, культуры, гуманитарных связей, образование играет важную роль в наших взаимоотношениях. В этом году Республике Таджикистан со стороны России было предоставлено 630 мест на бесплатное обучение в вузах Российской Федерации. Сейчас идет активный прием документов по возможности обучения в российских вузах. Помимо этого, по итогам недавних переговоров между Россией и Таджикистаном были достигнуты договоренности о строительстве в Таджикистане 5 школ общеобразовательных, финансирование которых полностью будет лежать на стороне России. Я надеюсь, что в ближайшее время этот проект будет реализован. Помимо этого, уже второй год в Республику Таджикистан приезжают учителя из России. В Таджикистане принимаются меры для стабильного развития сферы образования по освоению гражданами профессий и ремесел, отвечающих требованиям рынка труда. Объявление 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремесел дает серьезный импульс осознанию важности в этой сфере в социально-экономической жизни народа. Посещая выставки ремесленников, можно воочию убедиться, что с каждым разом представленная продукция становится все более разнообразной и интересной. На очередной выставке были представлены и уникальные керамические изделия известного мастера Сухроба Саидова, и изделия из атласа, адраса, кожи, камня, косметические средства из натурального, экологически чистого сырья и необычные слаймы, а также многое другое. На ярмарке участвуют свыше 20 ремесленников, которые приехали со всех регионов Таджикистана. Эти мероприятия планируется проводить каждый месяц и по определенной тематике, то есть по определенным видам ремесел. На этот раз мы выбрали именно тематику подарков. Они все подготовили в национальном стиле, чтобы люди могли покупать и в качестве подарка дарить своим родным и близким. Таджикистан славится творениями своих народных умельцев, ремесленников, изготавливающих свою продукцию из натурального, экологически чистого сырья. Мы с моим отцом уже 3 года занимаемся изготовлением мыла и других косметических средств, используя только экологически чистые лекарственные растения. Наша продукция очень востребована как среди наших жителей, так и среди иностранцев. На данной выставке волонтеры привлекали детей, посетивших выставку, к раскраске глиняных фигурок. Мы разрисовываем и показываем, как проводится мастер-класс, разрисовываем разные фигурки, работы, которые представили ремесленники. Также на подобных выставках можно научиться древнему ремеслу плетению корзинок. Каждый член общества должен стремиться к самореализации, а для этого необходимо обладать профессией или ремеслом. Посещая подобные выставки, можно не только приобрести уникальную продукцию, но и зарядиться хорошим настроением. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Рано Азизи, телевидение, Таджикистан. Ну и далее о последнем. В трущобах в Бангладеш в результате пожара погибло 9 человек. В Мексике произошла стрельба, погибли 6 человек. Около 40 вагонов товарного поезда, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба. В Мурманской области Российской Федерации произошло ДТП с участием 14 автомобилей. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей.
В Мурманской области Российской Федерации произошло ДТП с участием 14 автомобилей. Первые машины столкнулись друг с другом из-за того, что в условиях ограниченной видимости водители начали тормозить на скользкой дороге, чтобы не столкнуться с грейдером. Вскоре количество автомобилей, пострадавших в аварии, стало увеличиваться из-за дорожных условий. В трущобах в Бангладеш в результате пожара погибло 9 человек. Пожар в прибрежном городе Читтагонг охватил как минимум 200 жилых домов. Более 50 человек получили различные травмы. По информации местных властей, среди жертв были 4 члена одной семьи. Сотрудники пожарной охраны допускают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. На тушение пожара спасатели потратили около 5 часов. В Мексике произошла стрельба, погибли 6 человек. 4 неизвестных открыли огонь по группе молодых людей и скрылись с места происшествия. Полиция изучает видео с камер наблюдения. Прокуратура начала расследование инцидента. Ранее в результате стрельбы в городе Арора 5 человек погибли и по меньшей мере 5 полицейских получили ранения. Уважаемые телезрители, областная информация подготовлена к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.